Сәлем достар, һеҙҙең менән Сулпан Юлай һәм проект «Һөйләш хаҡла үҫтер». Бөгөн беҙҙең әңгәмә ябай булмай. Бөгөн әңгәмә беҙҙең ике телдә барасаҡ. Һәм ни өсөн икәнен һеҙ әңгәмә барышында аңларһығыҙ. Ә ҡунаҡта беҙҙең стандарт комик һәм башҡортса стандарт концерттарын ойоштороусы Арсен Ахмедин. Арсен, сәлем, хәлдәр нисек? Привет, нормально, ты как? Супер. У меня, на автомате перехожу на русский, но я буду уже начала на русский переходить, но окей. Әйҙә мин башҡортса һөйләп ҡарайым, тырышырмын. Беҙҙең Арсен мине аңлай, если что. Һин аңлаймы? Да, почти все понимаю. Все, круто. Так, әйҙә мин тогда постараюсь максимально держать себя в руках и говорить на башкирском, хотя я уже говорю на русском. Это будет сложно. Пока плохо получается. Да, это сложное испытание будет для меня тоже. Ладно, үҙең менән таныштырып үт. Что рассказать? Ну, ҡайһы яҡтан, ниндәй райондан. Вот. Арсен меня зовут, мне 29 лет. Я родился и вырос в городе Белорецке. Город Белорецк самый лучший город Республики Башкортостан. Стопудово. Ну, ладно, я рай. Ну, что там? Обычно, что там самое интересное? Выпускник БРГИ №1, высшего образования нету. Всегда юмором хотел заниматься лет с 10, наверное. Вот, занимаюсь. Һәм һин Белоретта туып үскәнһең, һин Белоретта уҡыныңмы мәктәптә? Да, я учился в 21-й школе города Белорецка. И всю базу, которая у меня есть из образования, там получил. Аңлауымса, һин, беҙ һинең менән алдан һөйләшкәнек бит инде. Аңлауымса, һин бала саҡта 4 йәшеңә хәтлем башҡортса һөйләшкәнһең. Шулай уҡ башҡортса олимпиадаларда ҡатнашҡанһың һәм унда еңеүсе булып урындар алып биргәнһең. Шуның тураһында һөйләле? Так, ну да, в детстве мама говорит, что я на башкирском только разговаривал. Вот потом, когда пошел в садик, там, соответственно, начал говорить на русском, и все. Я вот не помню, чтобы я только на башкирском говорил. Сколько себя помню, я всегда говорил на русском языке, и мыслю тоже на русском языке. Учился в обычной школе. У нас там было мало башкир. У нас в классе было я и еще 4 человека, может быть, башкир. Это в Белоретта. В Белорецке, да. Вот, у нас там в Белорецке есть башкирская гимназия, но там уровень образования не самый хороший был в те времена, по крайней мере. Сейчас я не знаю, может, вообще все потрясающе. Вот поэтому родители приняли решение, что лучше отдать меня в хорошую школу, где может быть не такой большой уклон на башкирский язык, хотя там нормальный язык был. Учителя хорошие были по башкирскому. Вот, но образование вообще уровень лучше. Участвовал в олимпиадах по башкирскому языку, занял даже какое-то призовое место в олимпиаде БГПУ. Вот, мне потом сказали, что если бы я поступал на башфак, у меня был бы по ЕГЭ по башкирскому языку 100 баллов. Я поступил после БРГИ в Магнитогорск на преподавателя истории. Интересно. Но я тогда не думал вообще о том, что я хочу делать, чем я. Ну, в 17 лет же мало кто понимает вообще, чего от жизни хочет. Үҙеңдең теләгең менән уҡырға индеңме история уҡытыусыһына, әллә просто уҡырға барырға кәрәк ине һәм һин уҡырға барҙың? Да, ну, родители сказали, нужно высшее образование получать, а я в классе 9-10 понимал, что я даже если поступлю в универ, то это чтобы просто в армию не идти. В итоге я и в универ поступил, и в армию сходил, но диплома не получил. Һин 21-нче Белоретта 21-нче мәктәптә уҡығанһың. Һин унда әйтәһең, что нигеҙҙе шунда алдың, основу там получил. А БРГИ? БРГИ я приехал, просто закрепил знания. Я в БРГИ приехал, как-то сказать, чтобы никого не обидеть. Офигел от того, что уровень образования был не такой хороший, как в моей белорецкой школе. То есть, ну, понятно, что учителя, преподаватели там были и достойные, вот, но общий уровень образованности именно детей, учащихся, там был намного ниже. Но это, скорее всего, в основном потому, что 70-90%, наверное, детей, которые учатся в БРГИ, ну, вообще в гимназиях-интернатах, они же приезжают с районов, с деревень, сел, где не всегда учителей хватает, хороших учителей тем более. Вот. Я, когда учился в Белорецке, у меня было 9 троек, а в БРГИ у меня 9 четверок в аттестате только. То есть с троечника стал ударником, имеешь в виду? Да. При том, что окончательно учиться перестал там.
Я делал только русский язык, литературу и башкирский язык, Мгм. если домашнее задание считать. Мгм. Қызық. Рәмил Гәбитовқа гимназияны һин үҙең ни өсөн мин әҙерәк аңламаным, ни өсөн һинең ата-әсәйең, әгәр ҙә Белоретта яҡшы мәктәп булған, Мгм. яҡшы кимәлдә уҡытҡандар, ни өсөн Рәмил Гәбитовҡа бирергә булғандар? Унда һиңә барыһы ла оҡшаған бит инде. Да я и сам в Уфу хотел. М. В Уфе же прикольно, по сравнению там с Белорецком, много веселее, интереснее как-то. Мгм. Вот. Ну и плюс то, что у БРГ все равно какой-то престиж есть, и имидж. Ну, вот Мгм. такой хороший социальный лифт. Я не Мгм. говорю, что там плохое образование, там ну, много плюсов я получил. То есть познакомился со многими классными ребятами, с людьми, как-то кругозор чуть-чуть пошире стал, может быть. Вот. Мгм. Аҙағында социальный лифт һиңә ярҙам иттеме, нисектер? Именно то, что БРГ? Эйе. Да нет, наверное. Хотя непонятно, потому что я сейчас смотрю, круг общения у меня 99% людей, с которыми я общаюсь, это выпускники гимназий разных годов выпуска. Начиная там с 2002, заканчивая 2025 годом. Мгм. Ну, Ошо это- Рәмил Гәбитовтыҡы. Да. Но это скорее, не знаю, совпадение, наверное. Мгм. Рәмил Гәбитов гимназияһында күп ишеткәнем бар. Уны, ну, һин үҙең әйттең, имиджы бар, әйеме? Мгм. Уны бөтәһе лә маҡтайҙар, бөтәһе лә шунда уҡырға теләйҙәр, хыялланалар. Һәм ул нимәһе менән шундай яҡшы? Һин әйттең, что уровень образования ул хәттәм түгел. Нимәһе менән яҡшы һәм нимәһендә айырма? Наверное, туда все равно же едут достаточно активные ребята, дети со всех районов. Там как минимум для того, чтобы попасть в гимназию, нужно хотеть попасть в гимназию. То есть Мгм. в 13-15 лет нужно уже в ребенке, чтобы появилось желание уехать из своего родного города в город-миллионник. Мгм. Вот. А, Вопрос, вопрос Аһа, правильно понял? аңланым, әйе. Мына уҡытыусылар, образование барыбер икенсеме, нимәлә айырма? Вот, в чем разница барыбер? Все-таки. В БРГИ у нас в 10-11 классе не было грамматики башкирской. Это, наверное, основное такое отличие. Был больше акцент именно на изучение литературы. Мгм. Вот. А в остальном школа как школа. Мгм. То есть таких отличий нету. Мгм. Времена говорим, Евгением. Вот ты говоришь, что это я специально на русском озвучил. Ты говоришь, что дети все равно туда едут за каким-то вот, не знаю, за развитием, что ли, или вот, как ты сказал, социальным лифтом. Они в Мгм. итоге получают вот это? Или это... От человека зависит. Мгм. Потому что есть там ребята, которые, ну, по которым видно, что это крутые одаренные дети, и что если бы они в условно там стиле там маки остались бы у себя, они бы поступили куда-нибудь максимум УНИТ, БГУ, вот, и здесь бы в Уфе остались бы в лучшем случае. А тут они поступают в гимназию, понимают, что мир вообще огромный, и после 11 класса поступают и в Питер, и в Москву, и, то есть в крутые учебные заведения, получают классное образование, и сейчас, ну, живут той жизнью, которую они, наверное, представить себе не могли бы, если бы остались у себя учиться в городе. Қызық, мәсәлән, Стәрлетамаҡта йәки Баймаҡта уҡыһа, уларҙың мөмкинселектәре булмаҫ инеме Питерға йәки Мәскәүгә инергә? Не факт, что было бы, наверное, М. возможно. Ну, минең аңлауымса, барыбер гимназия-интернат шундай үҫеш, шундай развитие дает, вот как-то расширяет границы больше, чем райондарда, әйеме? Наверное, да. Мгм. Ладно. Расскажи про свое детство. Вот самое твое запоминающее такое, что было в детстве? Каким ты был, Михалян? Скромный, спокойный, стеснительный мальчик, наверное, был в детстве. Стеснительный? Да, Интересно. как минимум там до переходного возраста я стеснялся очень много чего. Скромный человек был. У меня маленький словарный запас, предупреждаю. А почему? Вот нет, я просто сейчас, я вижу тебя на сцене, Мгм. вижу, насколько ты активный, твои проекты, и у меня просто не стыкуется скромный. Как ты пришел от скромности к сцене вообще? Да как-то само собой вышло. Это же все равно
творчеством в основном люди занимаются те, которым не хватило, может быть, детства внимания, какие-то недолюбленные, может быть, как-то оно компенсируется. Я сейчас в жизни скромный человек, наверное. То есть, чтобы вот я сейчас с тобой общаюсь, это вот удивительно, что я нормально разговариваю в целом. Не застеснялся, ничего. О, ну ладно. Hem ata sen bilgen tüt fehim яки fikir. Так, надо перевести. Какое самое такое осознание или мысль дали родители, которым ты, может быть, до сих пор придерживаешься? Ну, такой урок, так скажем. Да, я не думаю, что они какие-то мысли мне дали. Ну, Ну, мне кажется, они даже если они слова не скажут, но все равно же ты смотришь и понимаешь, что так нельзя или так можно. фига сложные вопросы у тебя. У тебя все вопросы Да, такие это сложные? очень несложно, это Это самый очень сложно. легкий вопрос. Это мне Именно. сейчас надо сидеть детство вспоминать. Ну ладно, давай. Чему меня научили родители? Вот Да. если очень коротко. Если очень просто, да. Да я не знаю даже, чему они научили. Творчество, наверное, любовь к творчеству, Мгм. наверное, от мамы передалась. И любовь к книгам от папы передалась. Мгм. Это если очень коротко из таких вот по верхам идти. Самый главный вопрос, иң мөһим һорау, ни өсөн беҙ бөгөн урыс телендә һинең менән һөйләшәбеҙ. Һин үҙең асыҡлап үтке килә, һин үҙең 4-5 йәшкә һәтта башҡортса һөйләшкәнһең. Һин ата-әсәйең һинең менән әле хәҙер ҙә башҡортса һөйләшәйеңме? Һин башҡорт ғаиләһендә тыуғанһың, башҡортса олимпиадаларҙа йөрөһөң, иң теге Башҡортостандың билдәле гимназияһында уҡығанһың, әйме? Һәм һинең проекттарың да башҡорт телендә алып барыла, әммә һин үҙең урысса һөйләшәһең. Ни өсөн? Почему я говорю на русском? Да. Потому что мне удобнее говорить на русском. У Мгм. меня, когда я говорю на русском, когда я говорю на башкирском языке, у меня очень сильный акцент. И мне не нравится мое звучание. Һиңә акцент оҡшамай. Нет, не нравится. Но увереннее себя чувствуешь же, когда говоришь на том языке, на котором тебе удобнее. Это вот, если я сейчас обтягивающие трикошки надену и пойду по улице, это же будет хуже, я себя буду чувствовать, чем если в обычных брюках. Примерно так, Ә наверное. һинең теләгең булманымы өйрәнергә башҡорт телен? Һин акцент менән һөйләшмәһен өсөн. Нет, не было такого. Как-то нормально справляюсь. Бывает такое, что мне люди предъявляют, почему ты говоришь на русском языке, особенно если приезжаешь, ну, условно, в Аскаров приезжаешь, Мгм. заходишь в какой-то магазин пятерочку, на кассе с тобой на башкирском разговаривают, а ты отвечаешь на русском, и взгляды ловишь такие. Мгм. Ну, мне в целом нормально. Я же понимаю, наверное, это главное. Аңлапса, был һинең үҙеңдең һайлауың. Твой Ну, осознанный да, выбор. да. Мгм. Һәм беҙҙең әйтеп үтеүемсә, Арсын стандарт комик бит инде, һинең тәжрибәң ҙур, әйме? Һәм әйҙә стандарт тураһында һөйләшәйек. Һин нисә йыл стандартта, һәм был форматҡа ғөмүмән һин нисек килдең? Белеүемсә, һин быға һәттән КВНда ла уйнағанһың. Так, сколько лет я занимаюсь, с этого начну давай. Очень давно я занимаюсь, столько лет, что я уже не говорю людям, сколько лет занимаюсь. Первый раз я выступил со стендапом в Магнитогорске в апреле 2017 года. Вот. И я вроде бы единственный, кто начал заниматься в 2017 году, и ничего еще не получилось. Остальные все уже были у иноагентов на интервью. Так, почему стендап? Всегда хотел стендапом заниматься. Вот. Мы с тобой все равно поколение то, которое, ну, чувство юмора у нас с тобой сформировали, скорее всего, программы по типу Comedy Club, может быть, КВН. Вот. Наша Раша, типа. Наша Раша, да, вот все, что делал Comedy Club Production и ТНТшники в целом. Мгм. Вот. Незлобина я увидел в первый раз лет в 10-12, наверное, что чувак вышел один с шутками, рассмешил зал, такой: «О, прикольно, классно, не надо ничего отыгрывать, никаких напарников не надо, интересно, я бы, наверное, тоже таким занялся». Вот, то есть с детства эта штука сидела на самом деле в голове. А КВН я играл только на уровне университета, по сути, ну, на уровне города Магнитогорска. И сейчас вот ребятам, которые у нас выступают со стендапом, вот эти вот пацаны с гимназии, которым по 18, по 19 лет, я говорю: вы, ребята, ну, больше меня сыграли, скорее всего, игры в КВН. Мгм. Вот почему вы ни хрена не делаете? Не делайте в плане чего? Но у них видно, что не было школы именно юмора такой. Они не знают, не только они, вообще все башкирские команды КВН, за исключением там, может быть, одной-двух, они не понимают, как работает творческий процесс.
в команде именно. Как писать КВН, они до сих пор делают по наитию. М, Вот, нету какого-то отстроенного материала. Это все, грубо говоря, первый курс лиги в моем университете. мгм. Вот, может быть, одну-две игры можешь так сыграть. А если ты говоришь, что ты КВНчик и вообще юмор занимаешься на каком-то хорошем уровне, так нельзя делать. Һинең әйтеүеңсә, һин бик оялсан гына егет булганһың. Мгм. Аҙаҡта нисек сәхнәгә сыҡтың? Шул оялсанлығыңды нисек атлап сыҡтың? Ҡыйын булманымы тәүҙә сәхнәгә сығырға? Да она, не знаю, как-то само собой же происходит. Я вот не могу объяснить. Ты можешь в жизни быть скромным человеком достаточно, выходить на сцену, там дурачиться, непонятно что делать. И орать, и танцевать, и кривляться. Мгм. Как-то щелкает просто и все. М, Это как мальчики, которые в жизни, например, на- ну вот смотришь на ребенка там 10-12 лет, вроде бы худой, не такой сильный, но физически неодаренный, даешь ему мяч футбольный, он там полкоманды обводит и забивает. Вот пример так же. Он же не осознает своих действий, у него просто это либо интегрировано, либо какие-то способности есть у него, одаренность может быть. мгм. Пример также щелкает. Может быть, ты надеваешь какую-то роль, как какого-то персонажа, когда выходишь на сцену? Не всегда, это же все на самом деле стресс так работает. То есть нету людей, которые выступают на сцене и не волнуются, не М, стрессуют. Просто вот мгм. на тебя, например, стресс работает так, что ты как-то чуть-чуть начинаешь еще больше стесняться, а у кого-то, наоборот, адреналин выбрасывается. Открывается. Да, Да. да, пример так. Мгм. Һин әйттең, һин башлаганда 2017 елда Мгм. бөтә хәле инагенттар инде, һин беҙҙең генә башланың. Белеүемсә, һин Магнитогорскида башлаганһың, әйеме, стендапты? Да. Өфөлә, Башҡортостанда ҡасан башланың? В Уфу я приехал после армии в 19 году. Мгм. Я не помню, выступал я в Уфе или нет в 19 году. Потом уже после пандемии, после локдауна приехал уже с концами Уфы, и здесь уже более активно начал выступать. Вот. Хәҙер Башҡортостанда вот стендап актуальмы? На русском или на башкирском? Ну, башҡортса ла, русса ла айырым әйтһәң, башҡорт телендә. Мәҫәлән, башҡорт телендә и рус телендә нисегерәк? Ну, на русском проще, потому что аудитория больше, и Мгм. тем больше, соответственно. Ты на какую угодно тему можешь выйти на русском языке пошутить, и тебя любой человек в России в целом поймет, если каких-то внутриков не трогать. Вот. И, ну, людям нравится. Мы ездили и в маленькие города. Это какие? Белорецк, Сибай, Мелеуз, Ишимбай. На русском. На русском языке. М. И везде люди как бы приходили, понимали. Потому что, ну, вечером же надо чем-то заниматься. А в таких городах, вот если не брать Стерлитамак, Уфу, Нефтекамск, наверное, там вечером либо пиво попить, либо еще что-то такое. Ну, не самое такое культурное, крутое. А тут нифига себе, приехал человек, который вживую шутит на Мгм. какие-то темы для тебя актуальные. Естественно, ему это все нравится. А на башкирском языке стендап на самом деле никому не нужен. Но мы про это еще поговорим. Хорошо. Обязательно вернемся к башкирскому нашему стендапу. Һинең бармы тыйылған темаларың? Вот шундай темалар, һин ул яҡҡа бер ваҡытта ла шаяртмайһың. Вот кринж һинең өсөн. Или принципы какие-то. А, блин, Про девушку? Про девушек вообще, про личную жизнь я почти не шучу. Нет, ну есть, но только остаются только те, которые мне нравятся, наверное. Нету шуток про политику, наверное. Про политику у меня нету шуток, потому что про политику шутить легко, и это тоже неинтересно. Я думала, һин әйтерһең, про политику шутить хочу, но не могу. Да, можно на самом деле. Если никто на видео, например, не снимает, ты можешь где-то какую-то шутку рассказать политическую. Но и ничего в целом за это не будет. Не будет, разве? Я не буду отвечать на этот вопрос. Нет, Ладно. на самом деле, бывает где-то ты приходишь на мероприятие, и комики шутят на какие-то... Понятно, что они там прямым текстом не Ну, говорят. иә. Да, но какая-то там более-менее политическая сатира есть. Но про политику шутить, наверное, прикольно, когда ты первый год занимаешься, и ты такой, вау, панк. А потом ты понимаешь, что они в целом все односортные,
Вот, и про политику легко шутить, потому что людей легче насмешить М, вот этим. Это как какими-то стереотипами. мгм, Условно говоря, приезжаешь выступать в другой регион, например, говоришь, я вот из Уфы, я башкир, и что-то там про кумыс, про коней, про мед, у людей срабатывает этот стереотипный этот триггер, они, ну, легче начинают смеяться. Такой мгм. Ниндей стендап-комикте ниндей хываттары түт булырга тиеш? Какие, качество. да, стендаперы, комик? Ну, чувство юмора. Чувство юмора в целом, наверное. Естественно. Чувство юмора и понимание, наверное, не понимание, а нормальная самооценка, чтобы ты понимал, кто ты такой и какие вещи можно, например, тебе говорить, а какие вещи от тебя будут смотреться не очень хорошо. Мгм, Условно говоря, если выйдет какая-нибудь маленькая там 18-летняя девочка-студентка такая, которая только школу только-только закончила и начнет там какую-то чернуху нести, не всегда это будет хорошо работать. Вот. Чтобы, грубо говоря, картинка звуку соответствовала. мгм. Вот. И какая-то более-менее эрудированность, начитанность нужна. Но это все с практикой на самом деле получается. Там, наверное, даже какие-то способности, какой-то талант, наверное, не всегда нужен. Есть там комики, я лично их не знаю, но вот мне рассказывали про некоторых известных ребят, которые там и на телеке выступают, и на ютубе, и везде они есть. И про них говорили, что они тоже долго шли к этому, что у них там первые 2 года они приходили выступать на открытый микрофон и прям вообще, ну, грубо говоря, без шуток. Но они просто за счет труда и практики добились результата хороших. Эрудированность меніңше бірінші ислеймін, мен тоже хенің стендап башлаганда, менің теләк килеп чыккан, тоже стендапка барырга. Мен уйлайм, у меня только черный юмор. Ну, мен уйлайм Потому инде, что, ну ладно. әйе. Мен уйлайм инде икенче якта алырга, мәсәлән, гаиләне, мәсәлән, тот же самый мин райондан, Баймак районы торганда, шыкып шаяртырга була дип уйлайм. Мен карайм төрле яктан, минеке килеп сыкмай. Мне такая, тут все равно вот нужна какая-то, не знаю, такая жилка барыбер кирәк. С первого раза мало кого получается. Вообще есть такой стереотип, что если человек там комик выходит выступать первый раз со стендапом, у него в основном первое выступление плохое. Ну, у меня первое выступление было хорошее, Мгм. потом были плохие. С первого раза, если, ну, редко у кого получается. Мгм. Һәм һин сәхнәнең менә әйттең, кызлар тураһында шаяртма. Ягъни һинең әмма мин бит ишеткәнем бар. Кызлар тураһында шаяртаһың. Ну, йөргән кызлар имеется в виду. Ата-әсәең тураһында һәм улар каршы килмәйдерме? Нет, это же все утрировано. То есть ты какой-то берешь, берешь качество человека или какой-то случай просто и его выкручиваешь на максималку. Мгм. Условно, блин, какой пример сейчас привести? Ну вот про папу, например, я шучу. Про то, что... Ну, он в детстве, когда я был ребенком, считал, что парень, мужчина должен быть сильным именно в физическом плане сначала. И все, с этого там минут 10-15 материал разгоняется про то, что он меня по всем секциям водил. Мгм. Вот это все просто максимально утрируется. Это все есть на самом деле по стендапу очень много книг. Я ни одной не прочитал полностью. Может, в этом проблема. Но очень много книг, где это простым языком рассказывается. Там есть прям сотни, наверное, упражнений, как вот эти штуки все развивать. Һәм цензурага килгәндә, моя любимая тема. Хәзерге вакытта шундай басым бар инде, бөтә якка бар. Сәхнәгә сыккан кешегә барыбер ниндәйдер басым һиләсе кайма. Һәм һин зур аудиторияда эшләгән бит инде. Ничек һин бу цензураларны урап үтәһең? Мәсәлән, һин әйттең, политика турында шаяртырга мөмкин, мен шаяртмайм. Ну, барыбер цензура бар. Монда не только цензура белән, монда шулай ук менталитет бар бездән. Оның турында икенче һорау, ну ладно, хәзер цензура турында. Ничек һин урап үтәһең шул цензураларны? Бәлки менә һиңа белән бер темага, ой, вот шуны әйткем килә, әмма ләкин әйтергә ярамай. Я могу тебе рассказать с точки зрения редактора именно вот башкирского стендапа, например. У нас как работа строится, ну, весь материал, который рассказывается со сцены, он проходит через меня. Вот я его редактирую, соответственно, мы вместе с ребятами работаем над этим материалом. И как, ну, главная цензура, которая проходит вообще материал перед тем, как на сцену попасть, это, ну, через меня.
Естественно, про политику шутки многие уходят. Но уходят они в основном не потому, что не надо на эту тему, а потому что они не такие смешные. Оно того не стоит, например. Вот. Остальные темы, религии, естественно, мы не трогаем. Стараемся не трогать какие-то этнонимы, названия там районов, городов. Вот это мы тоже обходим, чтобы никакие ребята не обижались. А все, что касается просто публичных людей, например, это мы практически все пропускаем. Главное, короче говоря, чтобы смешно было. Если это смешно, то там уже смотрим, стоит это того, чтобы пошутить или нет. У нас были и политические шутки очень много, сейчас поменьше стало. И про все, что угодно в целом мы уже шутили. И за сколько? 1,5 года мы это делаем, никто ни слова нам не сказал. Никаких звонков ниоткуда не было, никаких извинений никто не записывал. Обиделся МС Баш. Да? После хунга-хунганан? Да, какая-то там шутка была, причем он обиделся очень смешно, потому что он не понял даже шутки, я так понимаю. И комментарий оставил на русском языке с большим количеством этих грамматических и синтаксических ошибок, пунктуационных ошибок. И было очень смешно мне с этого. Вот. Һәм цензураға. Цензураның тыш иште беҙҙең менталитет. Мәҫәлән, башҡорттар уғайтмай, башҡорттар буғайтмай. Әҙ генә, мәҫәлән, дин тураһында шаяртырға ярамай, тарих тураһында шаяртырға ярамай, ғаилә, һүгенергә ярамай тиҙәр, сәхнәнән. Минең уйлауымса, бөтөнләй был сиктәрҙә шаяртырға мөмкинме? Унда бит бөтөнләй тема ҡалмаған кеүек. Һәм шуткаларға үсегергә, МСБаш үсеккән тиң бит, обижаться итеү, не знаю, дөрөҫмө ул бөтөнләй? Кемдәге күбеһенә һүгенеү оҡшамай. Ә һеҙҙең башҡортса стандарттарҙың концертын ойоштороусы буласаҡ, унда белеүемсә күп һүгенәләр. Һәм аҙаҡтан әйтәләр, ой, башҡорт һүгенәләр, һүгенмәйенсә нельзя, что ли, тигән һымаҡ. Да, в целом это фильтруется очень легко. Люди, которым не нравится мат, они не придут никогда на стендап-концерт. А люди, которые пишут в комментариях, фу, вы так, башкортал лайтма и все такое, они просто в черный список летят и никогда не увидят стендап на башкирском даже у себя в рилсах, в рекомендациях. И все. И, на стендап к нам приходят люди, которые знают, что будет и пошлые темы, 18+ темы, и будет мат, естественно. Но понятное дело, что мы стараемся меньше материться. В основном люди матерятся по 2 причинам. Это либо стресс, либо потому что они просто некультурные. Стресс, он понятен для всех. А то, что некультурные, в зале такие же люди сидят, которые в обычной жизни матерятся. Почему вы считаете, что если в обычной жизни можно материться, на сцене нельзя? Это же не театр, это не драм какой-нибудь. Это стендап, в идеале ты же выходишь на сцену со стендапом выступать, ты говоришь о себе, и ты должен быть как можно больше настоящим. Понятное дело, что ты где-то там опять-таки утрируешь, какой-то образ все равно ловишь. Стендапта һин нимә өсөн? Нравится? Смешно. Менә һин әйттең бит инде, гомумән кеше кемдер сәхнәгә, ҙур сәхнәгә сыға, ул үҙҙәренең ниндәйҙер психологик яҡтан травмаларын эшләйҙәр, һиндә лә шулаймы? Әллә һиңә оҡшаймы просто? Наверное, есть такое. Я к психотерапевту не ходил, но, может быть, где-то в детстве был момент, когда я внимания не получил, например. Вот, я понял, я вспомнил, то есть в детстве я больше похвалы получал, например, от учителей, чем от родителей. То есть, я не помню, чтобы меня там мама или папа хвалили за какие-то крутые вещи, которые для меня были важны, например. Вот, в основном какие-то левые люди хвалили. Вот. Һәм аҡса яғынан, аҡса яҡшы киләме? На самом деле от подхода зависит. Нимәнән? От подхода. То есть я, например, изначально не ставил себе цель заработать, и поэтому, скорее всего, не заработал. То есть если бы я подходил к этому как бизнес-проекту, грубо говоря, определенный опыт я получил, какие-то навыки, понимаю, что я там в целом могу вот это делать, надо теперь на этом начать зарабатывать. Если бы я в какой-то момент так сделал бы, то, скорее всего, начал бы хорошо на этом зарабатывать. Но пока такой цели я не ставил. Вот это прикольный вопрос.
Агымынан һин менә сығыш яһаганда монда Өфөлә яки Магнитта һин уның өсөн түләйҙәрме? Или һин оҡшағас ҡына йөрөйһеңме? Нет, конечно, сплатят, да. Ну, Но там не такие деньги, чтобы на эти деньги Мгм. можно было жить. Аңлауымса, миңә был асыш башҡортса, но мин сорауны һорайым. Башҡортса концерттарҙа комиктар бөтөнләй аҡса эшләмәйҙәр. Мгм. Күңелһеҙ. Ну да, на самом деле. То есть улар вот чисто үҙҙәре өсөн сығалар, үҙҙәренең. Да, и мне иногда кажется, что не для себя, а для меня, М, чтобы не было ощущения, что я все зря сделал. мгм. Но я думаю, придем к этому. И опять-таки это вопрос о том, что все-таки башкирский стендап, он не актуален для зрителей, не для всех. Мгм. Вот, беҙҙең киләһе блок, ул Мгм. башҡортса стандарт, һин ойоштороусы булараҡ. Шунда күсәйек атау. Һин үҙең русса сығыш яһайһың һәм ни өсөн башҡортса стандарт концерттарын ойошторорға булдың? Потому что свободная ниша, никто этим не занимается, при том, что это достаточно легко делать, и я умею это делать. Мгм. Примерно так можно описать. Потому что на русском языке здесь много, где можно выступить, а на башкирском нет. Мгм. Ну, учитывая, что сейчас башкирский КВН, это по сути нету. Хотя бы стендап должен быть. Наверное, так. Ни өсөн булырға тейеш дип һанайһың? Ну, есть небольшое количество людей, для которых, наверное, интересен был бы башкирский юмор именно в оффлайн формате, которые хотят прийти, посидеть 1,5 часа, посмеяться. Мгм. Именно так, как никто, нигде они не увидит и не найдут. То есть можно, конечно, посмотреть татарский стендап, но там все равно... А татарский стандарт бармы? Что? Татарский стандарт бар. Да, конечно. Мгм. Конечно, у них там, в Казани мощная движуха именно по юмору на родном языке. Они... Ну, это начинается там круче, чем в Уфе. Актуально унда, эми. И актуально, и то, что там Казань, она все-таки богаче же, чем Уфа. И Татарстан богаче, чем Башкортостан. Там люди в целом больше зарабатывают. Когда у тебя деньги есть, у тебя есть возможность там их потратить. Вот, соответственно, ты пойдешь на стендап обязательно. Ну и плюс татар все-таки больше, чем башкир. Ҡыҙыҡ, мин белмәгәйнем татар стендапы бар икәнен. Һәм менә опять башҡорттарға һорау тип әйтәйем икән. Ни өсөн менә башҡортса проекттарҙы башҡорттар үҙҙәре поддерживать итмәй? Сөнки мин менә һинең башҡортса концерттарға алдан йөрөй торған емешендә. Барыбер бит кеше әҙ. Зал тулғаны әҙ генә бар. Ну, пару раз, может, было такое. Ни өсөн, менә ысынлап мин үҙем как зритель әйтеп үткем килә, унда реально атмосфера вот ошо йылы гына. Унда как будто һин үҙеңдән теге ауылда егеттәр, ҡыҙҙар менән ултырҙығыҙ да и шутите на свои темы. Татарстанда это поддерживают, а монда опять юҡ. Ну, здесь, извини. Шунан араҡтан әйтәләр. Нишләп беҙҙә башҡортса проекттар юҡ, беҙҙә башҡортса КВН юҡ, стендап юҡ, концерттар юҡ. Сөнки берәү ҙә йөрөмәй, наверное. Да нет, почему? Наоборот, я понимаю, почему люди не ходят. Потому что пока что это не для всех продукт. Опять элементарно, очень много мата, я считаю. Мгм. Это же тоже всех, все-таки отталкивает. Ты приходишь на мероприятие на башкирском, я в целом понимаю, что люди хотят без мата послушать. Условно говоря, взрослые люди, там, старше 45 лет, им же никак не объяснишь, что мат это нормально. Мгм. Вот. Я понимаю, почему не так много зрителей ходит. Это мы-то сделали процента 2-3, наверное, того, что хотелось бы сделать. И, там, условно говоря, через год, через два будет полный зал. М. Пока что комики сами еще учатся Мгм. писать материал. Мгм. Плюс из-за того, что нету возможности там каждую неделю по 2-3 раза выступать, они выступают один раз в месяц, один раз в 1,5 месяца. Понятное дело, что они будут медленнее учиться. Как в плане написания материала, так и в плане именно выступлений. Башҡортса стандарт концерттарының миссияһы нимәлә? Развивать башкирский юмор. Ғөмүмән, был һинең проектың, ул башҡорт телен һаҡлауға, үҫтереүгә ярҙам итә тип уйлайһыңмы? Не думаю, вряд ли. Это юмор, это скорее не то, что дает развитие языку, Мгм. а наоборот, язык развивается, и из него вытекает юмор. Вот так, наверное.
Мгм. То есть нет такого, что а, если есть юмор на этом языке, значит есть язык. Наоборот же, сначала язык, а потом юмор. Наверное, так. Вряд ли кто-то начал учить башкирский язык, потому что хочет прийти на башкирский стендап и понять все шутки. Ну, belki да, сен билбейсиң бит. Не, я Ну, когда редактирую материал, я знаю, что я много новых слов узнал. м, Например, мое любимое слово бактихан. бактиһәң. Да, Ага. прикольно. Оно мне фонетически нравится, как звучит. Ну Мгм. и много всяких слов, особенно если из другого диалекта какого-то. Сен үзең башка телендә һөйләшмәйһең, әйеме? Мгм. У тебя, вот, буду задавать на русском, ты не компенсируешь то, что ты не говоришь на башкирском, стандартами на башкирском языке? Вряд ли, нет, Нет? Уверен, да? стопудово. Ладно. Я компенсирую тем, что слушаю башкирскую музыку. А башкирскую литературу читаешь? Всю башкирскую литературу, не считая поэзии, я читал на русском языке в переводе. Мгм. Было смешно, в гимназии мы сдавали экзамены по башкирскому языку, по башлиту, Мгм. после 10-11 класса. И вся проза, которая была, то есть это романы, рассказы вообще, я читал на русском языке, перевод с башкирского на русский. Потом, когда мне сдавали вопрос на уроке, я у себя с русского переводил на башкирский, и вообще там непонятно, что я рассказывал. Мгм. Да вот Юлты романы я читал на русском языке, и это еще сложнее, чем на башкирском. Һәм безнең моны һинең башкортса стандартта һинең комиктарың бар бит инде үзеңнең. Мгм. Уларның перспективалы комиктар бармы? Да, все перспективные, Да? все Прям крутые. все. Ну вот из тех, кто постоянно выступает, там все ребята классные. Мгм. Даже, ну, есть те, кто с опытом, есть те, кто вообще первый раз юмором пошел заниматься. Во всех есть ну, какая-то изюминка, что ли? Какая-то вот искра есть. Һәм һин башкорт буларак, һин вообще бөтенләй беренче сыгырау. Һин үзеңне башкорт дип санайһыңмы? Наверное, да. Но нет такого, что я там отношу себя к кому-то. Мгм. Это тяжелый вопрос. Һин үзең дә стандарт комик буларак һәм һин башкортса оештыручы икәнеңне белгәнмен, мин такая, вау, это круто. Вот. Поэтому мин тәүдә уйланым, һин для меня был такой диссонанс, что һин үзең башкорт, башкортса стандарттагы концерттар эшләйһең, а үзең русча выступаешь, русча һөйләшәһең. Ә гомумән нисек уйлайһың? Русча һөйләшеп, үзеңне башкорт дип һанарга мөмкинме? Да, конечно. Я же считаю, да. Ну да, почему нет? Я вот не согласен с этой цитатой, что нет языка, нет народа. Есть. Вон же евреи существуют, цыгане. То есть в целом много народов, которые ассимилировались именно в культурном плане, в языковом плане, но при этом считают себя, понимают, что они являются каким-то отдельным этносом, какой-то группе людей, они себя именно по национальному признаку относят. Һин үзең башкорт буларак, Мгм. без выяснили, что һин башкорт. Наконец-то. Да, к концу подкаста мы выяснили, что Авсат башкорт. Башкорт буларак, үз юморыңды рус аудиторияһына сыгараһың, әйеме? Мгм. Һәм шул вакытта һин тояһыңмы бу ниндәй яуаплылык? Переведи, пожалуйста, последнее. Чувствуешь ли ты ответственность, когда выводишь какие-то башкирские локальные шутки про башкир или про этнос, про народ на русскую аудиторию? Чувствуешь ли ты ответственность, что ты вот в каком-то таком амплуа рассказываешь про башкир? Про Пока что башкирский нет. народ? Пока что нет, потому что ничего такого провокационного, наверное, я не рассказываю, потому что пока что нам нельзя это рассказывать. А так есть очень много вещей, которые они... Вот эти мысли в голове, ты понимаешь, что это классный, хороший материал получится, он и будет и смешно, и актуальный, и как бы про твой этнос, и про то, что нужно дружить, но ты пока что не можешь этого рассказать, потому что времена не те. Нет, как раз времена те, но типа это незаконно. Хотя я считаю, что там в этом ничего такого нету. Mesela һин Белорет турында күп шаяртаң, әйме? Белорет турында, мәсәлән, һин әйтәң, булдырать дип, әйме? Шундай яуаплылык тоймамы, что һин үзеңнең туган ягыңда ниндәйдер теге, ну, в таком, ну, в хорошем ключе преподносишь.
Сейчас по-другому идет. Я рассказываю про то, что раньше это было не очень хорошо, а сейчас стало классно. То есть, опять-таки, да, Ай-яй. про то, что все к лучшему меняется. Үсешә тимәк. Да, Һәм башҡорт стандарт клубының киләсәге бармы? Һәм бөтөнләй башҡорт юморының киләсәге бармы? да, стопудово. Мгм. Все будет круто, все будет хорошо. Бер 3-5 йылдан һин башҡорт стандарт концерттарын нисек күрәһең? Ну, я думаю, что мы дойдем рано или поздно к тому, что у нас будут солдаты в Тинькофф Холле. То есть там, я думаю, что мы дойдем и по уровню юмора, и по уровню медийности до того, что мы сможем там 2500 человек собирать, полный зал. Вот это примерно такая, ну это по сути и потолок одновременно, и цель. То есть если мы соберем 2500 человек в Тинькофф Холле, в огнях Уфы уже, это будет круто. Тормошта, шуның менән беҙҙең стандарт концерттарына башланған блок бөттө. Һәм тормошта һин ниндәй принциптарға таянып йәшәйһең? Да, хорошим человеком стараться надо быть, Мгм. по совести жить, Мгм. по возможности. Сәхнәлә булган иң кринж ситуация. О, блин, у меня штук 100, наверное, таких было. Ну, давай пару штук. Самое кринжовое, это когда ты свою же шутку, например, забыл. Мгм. И Мгм. И? вот это очень тяжело. Ты стоишь, вот как я сейчас туплю, не могу слов подобрать. Мгм. А также ты стоишь, тупишь. Либо, например, рассказал шутку, которая вообще на аудиторию, ну, не на ту. М. Условно говоря, там ты выступаешь перед школьниками, пошутил на тему пенсии. Тоже, ну, бывает тяжело. А так, если ты выступаешь именно в заведениях, проверяешь материал, у тебя процентов 30-40, наверное, выступлений, они, ну, такие, которые ты хочешь забыть. Ты таким образом и нарабатываешь в целом опыт. Как ребенок, который ходить учится, он же падает много. Мгм. Примерно так. Шулай итеп, дуҫтар, беҙ Арслан менән бөгөн һөйләштек стандарт комик булараҡ уның ижад юлы тураһында һәм дә башҡорт стандарт концерттары һәм ғөмүмән башҡорт юморы тураһында. Һәм беҙҙең һуңғы 3 һорау блиц-опрос тип атала. Һәм һин унда ҡыҫҡаса мөмкин яуап бирергә, мөмкин оҙон асыҡлап һөйләргә. Вот, беренсе, башҡорт теленең киләсәге бармы? Да, все будет хорошо, все будет нормально, язык будет развиваться. Это һин русса һөйләгәнсең, это интересно со стороны, типа, башҡорт теленең киләсәге Ну, бармы? да. Да. Не все же такие, как я. Есть нормальные ребята. Башҡорт теле, рухи халҡы үҫен өсөн хәҙерге башҡорт нимәшләргә тейеш? Получать образование, читать книги на башкирском языке. Вообще читать башкирскую литературу. Там все написано, там все есть. Мгм. Намного меньше было бы в мире вообще, ну не в мире, а среди башкир неадекватных ребят, если бы люди все читали башкирскую литературу. Она очень крутая, там все написано. Там вся там не то чтобы история, и вот эта вот ментальность, она вся есть. Вне зависимости от того, где ты вырос, на каком диалекте ты говоришь, почитайте там книги Зена Биши, почитайте Дауд Юлты, почитайте Мустая Карима, там все написано, и про жизнь вы все поймете. И не будете вести себя не очень хорошо. Даже если вы на русском все прочитаете, это в целом классно. Һинең бармы башҡорт телендә иң яратҡан китаптарың? Син әйттең бит инде тәржемәһендә уҡының тип. Наверное, блин. Ну вот как раз «Кровь», наверное, Дауд Юлты. Мгм. А ее, кстати, проходит сейчас или нет? Потому что там такие вещи написаны, которые но сегодня читать тяжело. М. Дауд Юлты, вот этот роман «Кровь», это Сәйәси яҡтан? Со стороны политики имеешь в виду или... ну там про переживания простого солдата. Там очень много вещей, которые сейчас нельзя говорить. Мгм. Мгм. Это ремарк на максималках. Ты меня заинтересовал. Ты Минең не читала? Минең китабым бар, но мин уны... Ой, мин уны уҡый башланым шикелле, уҡып бөтмәнем. Мин уны буквально беренсе, икенсе битен уҡыным да, и дальше... Но оно сложно читается. Мгм. Миңә иң ныҡ ауыр уҡыуы булды Һәҙиә Дәүләтшина «Арғымаҡ». Ой, «Арғымаҡ» тиемсе. Ырғыҙ. Да. Там они все такие. Все, что написано там Кошмарлы в первой просто. половине 20 века, это все тяжело читать. При том, что там
очень много вещей, которые упущены из-за той же там жесткой цензуры достаточно. 한 한국어로 교수님이라. Пускай в искренности будет. О, круто. Миңа оҡшай. Шулай итеп, дуҫтар, бөгөн беҙҙең подкаст шуның менән аҙағына килеп етте. Беҙҙең әңгәмә бөгөн булды башҡорт юморы тураһында беҙҙең Арслан Әхмәдин менән. Ҙур рәхмәт һиңә, Арслан, килгәнеңә. Тебе спасибо, что... Со- Не, давай так и оставим. Тебе спасибо за то, что позвала. А почему не засмеялся? Потому что запнулся. Ладно, окей, я тебя поняла. Давай заново или Да оставим? нет, давай так оставим. Оставим. Оставим это как есть. Потому что мы за настоящесть. Мы за искренность. Да, вот так вот. Да. Все, круто. Тогда мы прощаемся. Яҙығыҙ комментарийлар. Һеҙ ғөмүмән нимә уйлайһығыҙ? Башҡорт юморы тураһында, башҡортса стандарттар һеҙгә ҡыҙыҡмы, йөрөйһөгөҙмө? Һәм ғөмүмән юмор тураһында. Вот, шулай итеп бөгөнгө беҙҙең подкаст тамам. Әйтеп бармы? Нет. Коротко и ясно. Нет. Все, шулай итеп, давайте. Пока-пока.